Уважаемые коллеги, рад видеть вас на заключительном в этом году заседании Высшего Евразийского экономического совета. В первую очередь выражаю слова благодарности кыргызской стороне и лично президенту Кыргызстана, уважаемому Садыру Нуркожаевичу Жапарову, за радушный прием и высокий уровень организации нашей встречи. Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами. Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм. Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Такая положительная динамика наглядно демонстрирует высокий уровень взаимодействия и значительный потенциал нашего интеграционного партнерства. В условиях текущей геополитической турбулентности нам крайне важно сохранить и укрепить экономические связи, объединить усилия по развитию торгово-экономической кооперации в рамках принципов и целей Союза. Для этого, на наш взгляд, предстоит сосредоточиться на следующих приоритетных вопросах. Первое. Минимизация отрицательного влияния мировой инфляции на экономику наших стран. Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%. Всемирная торговая организация до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах Евразийского экономического союза продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств, членов Евразийского экономического союза. Поэтому комиссии и правительствам наших стран, на наш взгляд, следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений. Созданная по инициативе Казахстана группа высокого уровня на уровне глав экономических ведомств в целом работает эффективно, но ей не хватает наднационального аспекта. Считаю, что возглавить данную работу должна комиссия в лице соответствующего члена коллегии. Конечно, в работе следует руководствоваться мандатом комиссии и учитывать международные аспекты. Второе. Развитие международного экономического сотрудничества. Сфера внешнеторговых интересов Союза с каждым годом расширяется. Это позитивная тенденция, и Казахстан поддерживает данное направление. Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии, Иране. Важно ускорить работу и по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Об этом я уже говорю не в первый раз, и желательно, конечно же, усилить данную работу. Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей евразийской пятерки. Теперь важно не затягивать этот процесс. Третье. Обеспечение свободного транзита товаров по территории государств-членов Евразийского экономического союза. Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа 4 свобод.
Одной из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещения, квотирования и задержания казахстанских и не только казахстанских грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию. Такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. И самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаю, необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным соглашением, значительно расширит предпринимательский, транспортно-транзитный потенциал экономического союза. И, полагаю, скорая ратификация данного соглашения будет способствовать решению данной проблемы. Четвертое. В 2020 году мы приняли стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня правительства наших стран совместно с комиссией работают над ее реализацией. Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально и как этого хотелось бы. Но для этого есть объективные причины, отдельные вопросы крайне чувствительные для сторон. Прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что подготовки новой стратегии развития Евразийского экономического союза пока нет необходимости, и тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств. Действующий большой договор и все право Союза – это результат долгих переговоров, тщательно выверенных позиций, основанных на взаимных уступках, на компромиссе. Институциональные и содержательные части договора обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных, наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех сторон. Уже более 8 лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической комиссии, Евразийскому суду, Евразийскому банку развития, создаем Евразийскую перестраховочную организацию. Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ договора о Евразийском экономическом союзе. Хотел бы еще раз подчеркнуть, Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе в интересах всех государств, участников Союза и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны. Наши народы и, конечно, народ Казахстана и особенно предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке Союза. Между тем, Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении, и по данным Организации Объединенных Наций, наша страна входит в 30-ку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляется в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге. Считаю, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача как Союза – стать ведущим игроком
в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтека. И эта задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу именно в этом направлении. Далее, требует активизации и вопрос трудовой миграции. Текущие вызовы еще более отчетливо подчеркивают значимость данной сферы. Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы, в том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта. Еще одна сфера – это туризм. Здесь у Союза колоссальный потенциал. Нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, комиссия совместно с правительствами могла бы проработать предметные реалистичные проекты в этой сфере. Уважаемые друзья, коллеги, подводя итоги, можно констатировать, что общими усилиями мы успешно нивелируем последствия текущих вызовов. Важную роль в этом сыграла эффективная работа кыргызской стороны во главе органов Евразийского экономического союза. Хочу поблагодарить уважаемого Садыра Нурғожаевича и поздравить его с успешным завершением председательства Кыргызстана. В следующем году эта почетная миссия переходит к российской стороне. У нас нет сомнений, что работа российского председательства будет успешной. Уверен, усилия Российской Федерации как крупнейшей экономики придадут новый импульс развитию нашего Союза. И в заключение хотел бы выразить признательность председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Владимировичу Мясниковичу за плодотворную работу. Благодарю за внимание.